В эфире «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Ежегодный отчет перед парламентом. Егор Борисов выступил с докладом в Ултумене о работе за прошлый год. В населенных пунктах Якутии начинаются восстановительные работы после разрушительного паводка. Ущерб уже оценивают в 800 миллионов рублей. Аэропорт Ленска закрыт. Вылеты рейсов перенесли на завтра. Причина – проливные дожди. Мусор преткновения в Мирном в поисках крайних за мусор на улицах. Кто виноват, жители или коммунальщики? И экзамен по стандартам WorldSkills. Студенты Алданского политеха сдают нормативы по новым правилам. Как развивается республика, какие планы стоят на ближайшую долгосрочную перспективу, обсуждали сегодня в парламенте Якутии. Здесь сегодня с ежегодным докладом выступил Егор Борисов. Основное внимание руководитель республики уделил повышению зарплат и увеличению доходов регионального бюджета. Говоря о доходах республиканской казны, Егор Борисов отметил, что за последние 7 лет они выросли почти вдвое и в прошлом году достигли почти 180 миллиардов рублей. Борисов подчеркнул, что федеральный центр всегда учитывает интересы Якутии, поэтому республика получает достаточный объем софинансирования, и все федеральные программы успешно работают на территории региона. Что касается приоритетов, озвученных президентом страны Владимиром Путиным, Егор Борисов сказал, цитата: «Программа развития республики, все наши достижения, планы полностью совпадают с новыми национальными приоритетами. Сворачивать с этого пути мы не собираемся». Ну и доклад Егора Борисова мы сегодня в нашей студии обсудим с вице-спикером Якутского парламента Ольгой Балабкиной. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, если вкратце, какие основные тезисы или, может быть, направления вы бы отметили из выступления Егора Афанасьевича? Я бы хотела обратить внимание, прежде всего, на то, что отчет главы республики является традиционным отчетом, который происходит именно в этот период времени. Это подведение итогов, и основная задача этого отчета, прежде всего, определение и основных направлений деятельности на будущее и сверка часов с парламентом республики. Среди основных позиций, на которые я бы хотела обратить внимание, это же, конечно, социальная сфера, в центре которой находится гражданин. Особенностью отчета главы республики в этом году было акцентирование внимания на конкретные доходы отдельно взятого гражданина. Необходимо обратить внимание на то, что да, действительно, майские указы президента страны в республике выполнены в полном объеме. Более того, глава республики обратил внимание, что несмотря на те сложности, которые существуют объективно в республике, и по большому счету, он назвал эти сложности открыто впервые. А непосредственно социальная направляющая бюджета останется и будет сохраняться. В том числе будет исполнено и постановление Конституционного суда Российской Федерации, по которому произойдет увеличение МРОТ на коэффициенты и надбавки, что существенно увеличит заработную плату бюджетников. Говоря об этом, Егор Афанасьевич Борисов, как глава республики, обратил внимание и на необходимость четкого, в таком случае, соблюдения при высокой заработной плате тех обязанностей, которые на себя возложили бюджетники, потому что сегодня они составляют достаточно большую армию и выполняют основные государственные услуги, как в сфере образования, культуры, здравоохранения. Егор Афанасьевич сегодня, можно сказать, уже в очередной раз обратился к чиновникам, скажем так, с претензией о том, что нельзя душить общественные инициативы. Как вы видите, что происходит в нашей республике и о чем говорил глава республики? Парламент 5-го созыва Государственное собрание Ултумен Республики создало полностью законодательную базу, позволяющую в полном объеме реализовывать общественным организациям те функции, которые они осуществляют, в том числе и функции по общественному контролю. Функции общественного контроля сами по себе должны иметь в обязательном порядке выхлоп в виде конкретных предложений. И именно в большей степени глава республики, по моему мнению, на это обратил внимание, что любые общественные инициативы, они должны прежде всего рассматриваться с точки зрения целесообразности и необходимости. И вот в данной ситуации чиновник должен не вправе
так сказать, на корню загубить разумную инициативу. Он должен ее увидеть, так как базовую позицию непосредственно все-таки определяет муниципальный или государственный чиновник. А вот даже те общественники, которые осуществляют какие-то популистские действия, какой-то шум определенный поднимают, это, как и до этого глава республики, посчитал недопустимым поведением. Поэтому законодательная основа создана, и я считаю, что так как это прозвучало в отчете, значит, закон об общественном контроле действует в республике. Вот, возвращаясь к майским указам Владимира Путина, после инаугурации глава государства озвучил новый документ. И как вы считаете, вот из доклада Егора Борисова, какие выводы можно сделать по реализации данного пакета, который еще правительству предстоит сформировать до осени? Я в полной мере поддерживаю позицию Егора Афанасьевича, высказанную при комментировании майских указов президента страны Владимира Путина. Республика действительно идет в ровной мере, с ровным шагом и в параллели с Российской Федерацией в данном направлении. И приоритеты, которые обозначены в майских указах, в том числе приоритеты, связанные со здравоохранением, с безопасностью дорог и с цифровой экономикой, они как прозвучали непосредственно в докладе, в отчете главы республики, так и, соответственно, исполняются. Отдельно бы я хотела обратить внимание на демографическую политику. Глава республики обратил внимание нас на том, что поставлены достаточно амбициозные задачи к столетию республики. Однако в связи с определенными, в том числе объективными проблемами, несмотря на то, что в республике много делается, как то, например, произошло строительство перинатального центра, да, проводится помощь нуждающимся, поддержка многодетных семей, и вообще в целом политика направлена на детей, нам еще нужно приложить усилия для того, чтобы демографическую политику определить ровно так, как определил Владимир Владимирович Путин, как президент страны. Спасибо большое, Ольга Валерьевна, что нашли время, пришли и ответили на наши вопросы. Но я еще раз напомню, что гость нашей студии была заместитель председателя Госсобрания Ултумен Республики Саха-Якутия Ольга Валерьевна Балабкина. И мы обсуждали доклад главы республики, отчетный доклад перед парламентом Якутии. Мы продолжаем наш выпуск. Законодательно определить статус многодетных семей, чтобы положенные им льготы и привилегии предоставлялись в полном объеме. О необходимости этого заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Также он отметил, что нужно отслеживать выполнение нового комплекса мер по поддержке семей, который был предложен президентом. Напомним, ранее 7 мая Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года. Кабмин же должен до 1 октября подготовить национальные проекты по ряду направлений, включая демографию, здравоохранение, образование, строительство жилья, науку и цифровую экономику. Также отметим, что в 2018 году размер пособий вырос в 2 раза по сравнению с 2017 годом. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о санкциях против США и ряда других недружественных государств. Согласно изменениям, Россия сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, которые прямо или косвенно находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств. Также может вводиться запрет или ограничение на ввоз и, соответственно, вывоз продукции или сырья. Последним пунктом в перечне стоит указание о том, что президент страны вправе принимать иные меры воздействия. В республике устраняют последствия разрушительного паводка. В ряде районов, пострадавших от стихии, начались восстановительные работы. По официальным данным, на сегодняшний день в воде оказались 39 населенных пунктов в 10 районах. Пострадали 1262 дома. Всего в них проживает более 3900 человек. Все подробности в материале Сарглан Захаровой. Районы Якутии приходят в себя после разрушительного паводка. Вода, стремительно подтоплявшая все больше территории, оставила после себя разбитые дороги, поваленные столбы, отсыревшие дома. Сумма ущерба районов исчисляется миллионами рублей. Более полный список по Амгинскому лусу, это где ущерб составляет по предварительным данным 289 миллионов. Так.
По Усмайскому улусу тоже представлены, где ущерб более 122 миллионов. В Амгинском районе пострадавшие от паводка получат единовременные выплаты уже в эти дни. Размер компенсации составляет 5000 рублей на человека. Также в скором времени выделят средства на возмещение материального ущерба. Сейчас одна из главных задач – восстановление инфраструктуры. По аварийно-восстановительным работам на автомобильных дорогах на территории Амгинского района сейчас в данное время работает около 30 единиц техники по восстановлению дорожного хозяйства. На региональных дорогах на всех направлениях уже проведены аварийно-восстановительные работы и дорожная связь восстановлена. Однако пока невозможно восстановить сообщение с 4 населенными пунктами Улуса. Мост, который соединял региональную трассу с муниципальной дорогой, размыло еще в первых числах мая речкой Крестях. Уровни воды в ней до сих пор довольно высокие. Большая работа по восстановлению ожидает Усмайский район. Только в одном Эльдикане там повалило больше 100 опор электроснабжения. Сегодня электричество подают населению с дизельных генераторов. Их на прошлой неделе доставили в пострадавшие поселки на вертолете МЧС. Эльдикан был практически полностью затоплен. То есть фактически можно сказать, что нет ни одного дома, которого не коснулось бы затопления. Были затоплены многие улицы, практически все. Если по Кюбцам шла просто вода, то по Эльдикану шла вода со льдом. В Эльдикане обустроили временные проездные пути. Работают котельные, генераторы. Не целый день, но горячая вода и электричество у людей уже есть. Буквально на днях вода отступила от домов и дворов актемцев и хатачу Хангаласского района. Во власти стихии они находились порядка 5 дней. Пострадали не только жилые постройки. Большой ущерб наводнение нанесло сельскому хозяйству. В основном пострадали это коровники. Ущерб нанесен посевным культурам в Актемском наследии. Большой урон у нас нанесен в селе Хотачу. Там у нас крестьянское хозяйство Егоров занимается выращиванием овощей открытого грунта. Там пострадала рассада по капусте и картофелехранилище. В эти дни в поселке для установления масштабов последствий паводка выехали сотрудники Минсельхоза Республики и Федерального Россельхозцентра, которые занимаются возмещением убытков сельхозпроизводителей. Оценить весь ущерб, нанесенный стихией районам республики, еще только предстоит. На восстановление уйдет не 1 месяц, однако работы уже начались. Вместе с рекой жизнь возвращается в свое русло. Саргалана Захарова, Джулус Иннокентьев, филиалы в Амгинском, Усмайском, Хангаласском районах, Якутск. В Ленске из-за размыва взлетно-посадочной полосы аэропорта сегодня с утра отменены все рейсы. Согласно информации, полученной в справочной аэропорта, задержка рейсов продлится до завтра. Так, авиакомпания «Ир-Аэро» по маршруту Ленск-Иркутск задержала 2 рейса. Проливной дождь в Ленске продолжается. Возобновит ли работу аэропорт завтра, пока неизвестно. Вылет задержанных рейсов перенесен на 23 мая, 11:30 утра. А сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Мусор преткновения в Мирном в поисках крайних за мусор на улицах. Кто виноват? Жители или коммунальщики? 10 лет, полет нормальный. Наша съемочная группа отправилась туда, где собирают сухой Суперджет-100. Экзамен по стандартам WorldSkills. Студенты Алданского политеха сдают нормативы по новым правилам. В эфире Якутия-24, и мы продолжаем наш выпуск. В Якутске состоялось открытие участка дороги по улице Кирова рядом с Домом правительства номер 1, благодаря чему сейчас стало возможно сквозное движение автотранспорта и маршрутных автобусов. Дорога была закрыта на протяжении 14 лет. Открытие стало возможным благодаря активным действиям общественности. Они собрали подписи для включения инициативы по открытию дороги в рейтинговое голосование по федеральному проекту «Комфортная городская среда». По итогам голосования более 16 тысяч горожан проголосовали за открытие улицы Кирова. Дорогу не просто открыли, но и произвели работы по разметке, переносу светофора с проезжей части, расширению тротуара и установке велопарковки. Глава республики Егор Борисов неоднократно подчеркивал, что в своей деятельности опирается на мнение населения. И любая гражданская инициатива, если она тщательно проработана, она должна поддерживаться и, если возможно, реализовываться. Сегодня мы стали свидетелями одной из них – открытое движение по улице Кирова.
Часть магистрального газопровода на 303-м километре Хатасы-Павловск всплыла на Хаптагайской протоке. Угрозы прекращения газоснабжения заречных районов нет, так как это не основная нитка газопровода. Часть газопровода всплыла на поверхность из-за большого потока воды, который образовался в результате крупного затора на реке Лени. На месте уже выехали специалисты для обследования газопровода на наличие дефектов. После этого его обратно погрузят на дно. Фотография, которая распространяется в социальных сетях, она сделана на Хаптагайской протоке на 33-м километре магистрального газопровода Хатасы-Павловск. И, значит, там виден газопровод, который всплыл. Это протока, это не основное русло реки Лена. Значит, первая нитка у нас резервная, то есть работает в основном вторая нитка. И угрозу прекращения газоснабжения заречных улусов нету. На данный момент наши специалисты уже доехали до места и сейчас дополнительно обследуют. Протяженность всплывшего участка примерно 150 метров по длине газопровода. Жители Мирного жалуются на грязные улицы, детские площадки и дворовые территории. Несмотря на то, что в городе объявлен двухмесячник по санитарной очистке, во многих местах алмазной столицы очень грязно. Как и кто убирает мусор в городе, выясняла Анна Винокурова. Жители Мирного возмущаются. В городе грязно, коммунальные службы убирают только центр. Во дворах песок и грязь. Везде фантики, обертки, окурки, бытовой мусор. И все это создает впечатление, что мы живем в одной большой помойке. Центр, может быть, и хорошо убирается. Окраина, вот там Нижний поселок, Вилюйское кольцо, посмотрите, построили такой хороший парк, он весь загрязнен, урны вот так вот мусором переполнены, вообще не убираются. Ну и, конечно, близлежащий частный сектор вообще не убирается. После зимы, естественно, много мусора, его надо убрать, и все будет красиво и хорошо у нас. Придворовой нет, не убрано. Не видел, что убирались. Коммунальные службы утверждают, выполняют свою работу добросовестно. Убирают площади, дороги, очищают газоны. В городе объявлен двухмесячник по санитарной очистке. Каждое предприятие в алмазной столице убирает ту или иную территорию. Графики есть, а выполняют их не все. Предприятия и организации уже приступили к работе. К сожалению, сейчас не везде вытаяло. С теневой стороны там еще снег, но они проведут повторно очистку. Мы со своей стороны сейчас начали обходы закрепленных территорий, проверяем эти территории, и эти обходы у нас продлятся до конца июня. Валроса субботники начали проводить в конце апреля. Сегодня в уборке территорий предприятий и подразделений приняли участие 1030 сотрудников алмазной компании. Они вывезли 290 кубических метров мусора, а это почти 60 машин. Субботники продолжаются с 15 мая. Уже должны были начать садить саженцы, но пока погода не позволяет, поэтому это немного переносится. Но также будут посажены саженцы и покрашены, освежены малые архитектурные формы на закрепленных участках. Жилищно-коммунальные службы свою работу выполняют, предприятия выходят на субботники. Но из года в год есть одна главная причина загрязненного города. Это сами жители, которые не могут донести мусор до ближайшей урны. Анна Винокурова, Илья Засухин, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Нюрнбергский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, признанного виновным в попытке дать взятки. Суд установил, что в августе прошлого года осужденный, находясь в помещении линейного пункта полиции на железнодорожной станции в Нерюнгере, предложил сотруднику транспортной полиции 20 тысяч рублей, чтобы тот, в свою очередь, не составлял в отношении задержанного протокола об административном правонарушении. Иностранный гражданин признан виновным в совершении указанного преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу. 10 лет, полет отличный. В 2008 году в небо поднялся первый образец ближнемагистрального российского самолета «Сухой Суперджет-100». Сегодня он летает не только в России, но и в Индонезии, Мексике. Какая региональная авиакомпания одной из первых получила современную отечественную разработку и сколько собрали самолетов за 10 лет, знает Александр Лысак. Дом со шпилем, построенный в середине прошлого века, является неофициальным символом Комсомольска на Амуре. Это единственный дом в Хабаровском крае именно с таким шпилем.
Неофициальным символом можно считать и филиал завода «Гражданские самолеты» Сухого. Именно здесь, в Комсомольске-на-Амуре, собирают Сухой Суперджет-100 – российский ближний магистральный самолет. Сегодня 30 журналистам из России и зарубежья показали, как его собирают. Начали с технокомплекса, огромного склада деталей. Здесь же окончательно собирают и двигатели для самолетов. Как нам рассказали представители завода, поставками запчастей занимаются как иностранные, так и российские компании. Импортозамещение работает, но не является самоцелью. Следующий пункт – цех сборки фюзеляжа. Нос и хвост Сухого Суперджет-100 создают в Новосибирске, а среднюю часть корпуса и крылья здесь же, в Комсомольске-на-Амуре, но уже на авиационном заводе имени Юрия Гагарина. Ну а следующий пункт, который показали журналистам, это цех окончательной сборки. Здесь стыкуют крылья с фюзеляжем, монтируют топливную систему, вентиляцию, шасси, а также устанавливают аварийно-спасательное оборудование. Ну и, конечно, в конце испытательный полет. Над журналистами пролетел 162-й Сухой Суперджет-100. В этом году планируют выпустить 26 самолетов. Как уже было сказано ранее, Сухой Суперджет-100 – это ближний магистральный самолет, то есть он не рассчитан на дальние перелеты. Именно поэтому особым спросом он пользуется у региональных перевозчиков. Добавим, что одной из первых авиакомпаний, которая получила в свой авиапарк Сухой Суперджет-100, стала авиакомпания «Якутия». Сегодня представители перевозчика поздравили руководство завода с 10-летием со дня первого полета Сухой Суперджет-100 и вручили памятный чурон. Ну и добавим, что у Якутии 5 суперджетов, в том числе 2 именных. Один назван в честь олимпийского чемпиона по вольной борьбе Романа Дмитриева, а второй в память о легендарном якутском летчике Валерии Кузьмине. В Якутске прошла церемония открытия отборочных соревнований 6-го национального чемпионата WorldSkills Russia. Участие в них принимает около 300 конкурсантов и экспертов из 56 регионов страны. Соревнования будут проходить в здании Якутского колледжа связи. Кристина Якупова расскажет подробнее о том, какие напутствия дали участникам. WorldSkills – это проект, направленный на профориентацию молодежи. Он помогает ребятам определиться в своих профессиональных предпочтениях. Большая конкуренция – одни из самых сильных. Студенты съехались со всей страны. Отборочные соревнования у нас сегодня собрали участников с 56 регионов России. У нас соревнуются по 6 компетенциям. Это веб-дизайн, сетевое системное администрирование, реверсивный инжиниринг, геодезия, ювелирное дело и промавтоматика. Победители отборочных соревнований получат право представлять свой регион в финале национального чемпионата. Участие каждого в этом проекте – большой и неоценимый вклад в движение «Молодые профессионалы». Очень позитивное мероприятие, очень позитивно именно в том числе для республики, потому что к нам приехали со многих регионов Российской Федерации. И эти соревнования как раз должны такой задать профессиональный задор, профессиональный драйв, достижение лучших результатов. Поэтому от всей души всем участникам желаю, чтобы они сегодня показали абсолютно все, на что способны. Выбор будущей профессии – это шаг во взрослую жизнь. Также в рамках открытия отборочных соревнований сегодня на площади Ленина проводилось профориентационное мероприятие «Город профессий». Город профессии – это формат организации выбора профессии для будущих студентов. С помощью мастер-классов можно осознать свои склонности, способности и убедиться в собственных силах. Сейчас горячая пора, скоро будут выпускные, последние звонки. И наши выпускники после 9 класса, после 11 класса сейчас как раз стоят перед выбором, да, куда пойти учиться. И все наши учреждения сегодня собрались в эту прекрасную погоду на этой площади, чтобы показать, какие профессии они могут дать и как они будут востребованы. Победители отборочных соревнований будут определены 27 мая и в августе отправятся на финал WorldSkills Россия в Южно-Сахалинск. Кристина Якупова, Павел Пахомов, Дюлус Иннокентьев, Якутск. А итоговая аттестация для третьекурсников Алданского политехникума стала олимпиадой, в которой необходимо победить. Задание демонстрационного экзамена также соответствует международным профессиональным стандартам WorldSkills. В Якутии Алданский политехникум стал первой площадкой, на которой экзамен по обслуживанию и ремонту автомобилей проводится в демонстрационной форме. Как проводится диагностика автомобилей и насколько сложно бывает устранить неисправность, узнавали наши корреспонденты.
Диагностика автомобиля, разборка двигателя, нахождение и устранение неисправностей – эти задания предстояло выполнить третьекурсникам на демонстрационном экзамене по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Задания по каждому из 3 модулей соответствовали международным профессиональным стандартам WorldSkills. Демонстрационный экзамен – это новый формат государственной итоговой аттестации. В нем учитывается уровень знаний, умений, навыков студентов и качество подготовки преподавателей и мастеров производственного учения. В профессиональной олимпиаде WorldSkills Алданский политехникум принимает участие ежегодно. Впервые пробный демонстрационный экзамен по международным стандартам прошел в 2017-м для электрогазосварщиков. Опыт оказался положительным, и в этом году аттестация WorldSkills проводится по специальности техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Да, получается, на демонстрационном экзамене будет 3 модуля, то есть 3 задания по диагностике автомобиля, по ходовой части автомобиля и по механике двигателя. В Якутии Алданский политехникум стал первой площадкой, на которой экзамен по обслуживанию и ремонту автомобилей проводится в демонстрационной форме. Испытания, навыки в которых покажут 18 студентов, будут проходить в течение 7 дней. Экспертами выступают специалисты крупных промышленных предприятий Алданского района. По результатам демоэкзамена ребятам будет присвоена квалификация техников. По окончанию, то есть по сдаче демонстрационного экзамена, будет присваиваться именно рабочая специальность, а именно удостоверение по слесарю по ремонту автомобилей с 3-м разрядом. Демонстрационный экзамен не содержал теоретическую часть. Разбирая двигатель и проводя диагностику автомобиля, студенты рассуждают вслух, комментируя каждое свое действие и таким образом обнаруживая уровень освоения книжных премудростей. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Чульманский дом-интернат для престарелых и инвалидов организовал попечительский совет, который вплотную занялся проблемами дома и его постояльцев, рассказывает Александра Цыбикова. В доме-интернат проживает 26 человек. Из них большая часть – это маломобильные пожилые граждане, которые нуждаются в посторонней помощи. Есть и лежачие больные, требующие постоянного медицинского осмотра. Пожилые люди попадают в учреждения, где потом проживают постоянно по разным причинам. Но чаще всего это бабушки и дедушки, у которых нет близких родственников, способных за ними ухаживать, а жить самостоятельно им уже сложно или даже невозможно. Планы дома-интерната, учитывая специфику нашего учреждения, возраст наших получателей социальных услуг, мы хотим отремонтировать комнату, тренажерный зал перенести в другое помещение и сделать комнатку для уединения, молельную комнату с благословения отца, настоятеля храма поселка Чульман. Персонал в учреждении довольно большой. Повара, сторожа, медсестры, санитарки всех смен, директор. Это люди самоотверженные, переживающие за пожилых людей, аккуратные и трудолюбивые. И медсестра с утра. Они целые сутки дежурят у нас теперь. И все время проверяют, и таблетки дают, и все следят за нами. Все отлично. Ухаживают за больными, ухаживают. В начале мая директором дома-интернат был собран попечительский совет. Целью его создания является решение проблем дома и его постояльцев, а также привлечение общественности для волонтерской и меценатской помощи. Председателем попечительского совета на первом собрании единодушно был выбран Сталик Николаевич. В планах есть желание все-таки расширить наш дом-интернат, потому что, как я говорил ранее, это достаточно востребованная услуга, просто она не так сильно на сегодняшний день афишируется. В ближайшее время состоится съезд волонтеров для помощи в покраске заборов и скамеек, а также в покраске помещения, которое в последующем станет молитвенной комнатой. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ну а сейчас наш выпуск продолжит дайджест событий в Мирном, о которых расскажет наш собственный корреспондент Евгений Тайтонов. Добрый вечер. Районный турнир по хоккею с шайбой среди ветеранов завершился победой команды из Удачного. На втором месте оказались ветераны из Мирного. На третьем – Айхальцы. Ежегодные соревнования прошли в 4-й раз и были посвящены 65-летию российского политика, члена Совета Федерации Вячеслава Штырова. Сегодня мирнинские пенсионеры получили сертификаты о прохождении курсов компьютерной грамотности. В течение месяца сотрудники Центра дополнительного образования обучали старшее поколение работать на компьютере, пользоваться электронной почтой, социальными сетями и порталом госуслуг. Такие курсы проходят не только в Мирном, но и в поселках Айхал, Чернышевский, а также в городе Удачный.
Мы не должны отставать, поэтому я с интересом ходила. Занятия были, в общем, понятно, в общем, обширно преподавали. Все понятно, хорошо. Первые навыки, конечно, получили. Остальное уже дома доучимся. Школа третьего возраста в Мирнинском районе будет работать. Это будут, например, здесь на базе Центра дополнительного образования, это обучение игре на хомусе. Будут творческие конкурсы, будут спортивные еще мероприятия, секции и культурные. То есть дальше будем продолжать. Также сегодня жителям Арылаха и Алмазного раздали продуктовые наборы и постельное белье. Помощь семьям, оказавшимся в трудной ситуации, оказала администрация района, а точнее отдел по делам несовершеннолетних. Доброе дело сделали в рамках юбилейных мероприятий, посвященных столетию Российской комиссии по делам несовершеннолетних. Напомню, ранее в рамках знаменательной даты по улицам Мирного проехал автобус добра. Жители и гости столицы Алмазного края воспользовались бесплатным проездом, послушали правила поведения в общественном транспорте и стихотворение о добре. Тем временем первый день лета в алмазной столице выдался совсем не теплым. Погода за окном скорее напоминает осень. Весь день на улице порывистый ветер и временами дождь. Ну, я думаю, что какой сегодняшний день, такое и лето. Видимо, лета у нас не будет. Обрадовались холодной погоде, ветру, снегу, хотя ожидали, конечно, весеннюю траву и цветы. Прекрасно, даже хорошо, давно ждали. Но лето не похоже, пока еще весна поздняя. Так что будем ждать лета еще. У меня на этом все. Всего доброго. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам.